Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 20 сентября, среда. Смотрим все знаки зодиака от овнов и до рыбок. Я смотрю в двух частях по 6 знаков. Это первая часть, первые 6. Овны, 20 сентября, среда. События дня. Сразу же прибыль, сундук выпадает. Финансовые поступления могут быть у вас в среду. Конверт, получение, да, получение денег, возможно, в виде смс-ки. Финансы поступят. И тут же выпадает луна, показывает, что событие повторяется каждый месяц, да, то есть зарплата, пенсия. Но опять же, да, то есть это если прочитывать вместе. Возможно, каждое событие будет проигрываться по-своему. А также общение с представителем закона власти. Дорога, поездка. Успех. Тут два варианта. Или успех, или рыба. Но я увидела винок, оставляю его. Если вы увидели рыбу, тогда предупреждение для вас. Будьте осторожны. Можете попасть на мошенника в этот день. Радость. Ух ты, ничего себе. Простите за звук. Убежал у меня камешек. Дорога точно будет. Причем дорога может быть срочная, да, то есть вот вы ее можете не планировать, она в среду только может выясниться. Так, ну вроде бы здесь якорь нельзя. Ожидание еще есть. Кораблик. Чего-то будете ожидать в этот день. Ну, здесь нет. Значит, смотрите, что я нашла для вас. Финансовые поступления, получение чего-то, событие, которое повторяется каждый месяц, общение с влиятельным человеком, успех, поездка, радость и ожидание. Вот такой у вас будет замечательный день, овны. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к тельцам. Смотрим тельцы. 20 сентября. События дня для тельцов. Так, тельцы, смотрим, что у вас. Застолье. Первое событие, которое я увидела. Слезы. Могут быть и радости. Разлука. Чемодан. Временная разлука, расставание. Интимная связь. Кровать. Еще есть домик, события в доме.
Ну, здесь нет. Получается, первое событие было застолье, второе слезы, разлука, возможно, слезы из-за разлуки, интимная связь и какое-то событие, праздник в доме. Видите, и бокал это как бы подтверждает, что действительно может быть какое-то мероприятие в этот день с застольем. Благодарю за внимание. Теперь перехожу к близнецам. Близнецы. 20 сентября, среда. События дня. Так, близнецы. Весы. Сложный выбор. Сомнения при выборе. Успех. Приглашение. Будильник. Какая-то проблема со временем в среду. Маску нельзя. Новость нельзя. Луна есть. Событие, которое повторяется каждый месяц, будет в этот день. Здесь нет. Значит, смотрим. Получается сложный выбор в среду. Успех в работе, в делах. Приглашение куда-то. Будильник показывает, что надо будет правильно распределять время, иначе вы будете не успевать. И события, которые повторяются каждый месяц, тоже еще может быть в среду. Вот такие события для вас. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Смотрим раки. 20 сентября. События. События дня для раков на среду. Покажите мне, что у них. Новость показывает, у вас может быть в этот день какая-то информация придет. Печаль, разочарование. Казенный дом — это посещение, либо звонок в госучреждение. Деловой разговор. Свиток нельзя. Ключик. Ключ — это открытые двери, возможности.
ожидание. Приглашение. Так, здесь нет, значит, смотрите, из хорошего. Ну, в принципе, у вас все события хорошие, кроме разочарования и ожидания, да, то есть два. Это событие показывает новость, посещение госучреждения, ну, или звонок, какой-то контакт, деловой разговор, возможно, вот разговор в госучреждении, приглашение, ожидание. И ключ показывает, что перед вами нет никаких преград, да, то есть у вас все должно получаться. А разочарование, ну, мне непонятно, события не показали, из-за чего. Возможно, вообще вас касаться не будет. Иногда, если события не указывают, то, может быть, это у кого-то из окружения какая-то неприятная ситуация, вы будете просто из-за кого-то переживать. Ну, в общем, вот такая информация для вас, раки, на среду. Благодарю за внимание и перехожу дальше к львам. Сейчас будем смотреть, что у львов. 20 сентября. Львы. События дня. Среда. Луна, первое событие. Это то, что происходит с вами каждый месяц. Ключ. Все в ваших руках. Подкова удача. Машину нельзя. И здесь нет. Но я нашла только 3 события. Первое. Луна показывает, что это будет событие, которое повторяется каждый месяц или имеет какой-то цикл, то есть через определенное количество дней. Дальше. Второе. Ключ. Перед вами открыты все двери. Вот как захотите, так в этот день и будет. Да? То есть все пойдет по вашему плану. И, конечно же, удача. То есть, возможно, тут удача тоже играет большую роль, что все легко удается, получается. То есть у вас все события выпали хорошие на среду. Благодарю за внимание, львы. Перехожу к девам. Смотрим, девы. 20 сентября. События дня для дев. Покажите мне. Приглашение. Вас могут пригласить куда-то в среду. Корона. Общение с влиятельным человеком. Неприятность. Либо, смотрите, здесь второй вариант. Дорога. Да, то есть может быть либо машина, либо расческа. Ну, увидела расческу, оставляю ее. Рыба.
Видите, даже есть подсказочка. Вот, то есть что это за неприятность? Ну, какое-то скользкое дело, скользкое предложение. Потом будьте осторожны. Подарок. Тоже как вариант, да, то есть что-то получите в подарок, а потом за этот подарок придется расплачиваться. Нерешенный вопрос. Тоже вот часто бывает, допустим, нужно решить какой-то вопрос, но правильно по закону не получается. И для вас ищут какой-то обходной путь, да, то есть по рыбе делают скользкое предложение, как решить этот вопрос. Ну, потом опять же это вам вылезает боком, поэтому тут надо просто хорошо подумать. Ну и болезнь показывает ухудшение самочувствия, либо, возможно, вы будете заниматься здоровьем в этот день, посещать там больницу, стоматологию, лабораторию, поликлинику. Это, кстати, может быть врач. Не сказала, здесь сундук нельзя было. Так, сейчас я еще хочу посмотреть. Одна половина ножниц, где вторая? Ага, вот она. По периметру уже, видите, выпали. Но соединять их нельзя. То есть вы уже в одном шаге от решения этого вопроса. Вот если он не решится в среду, может быть, он решится в четверг, в пятницу, но уже очень скоро. Поэтому лучше не идти, да, на какие-то махинации, сомнительные сделки, чтобы вот решить здесь и сейчас. Ну вот такая информация для вас. То есть у вас приглашение, общение с каким-то представителем закона власти, подарочек, ухудшение самочувствия и нерешенный вопрос, неприятность, скользкое предложение. То есть вот это вот можно прочитать как одно событие. Нам просто показывает, что неприятность будет это нерешенный вопрос, да, то есть и какое-то скользкое дело. Так что вот так, девы. Предупреждение для вас на среду. Я благодарю вас за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку оставляю для вас всегда внизу под этим видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.